Пара резких движений и четкий бросок в корзину открывает счет в матче между баскетбольными командами «Нефтяники» из Малгобека и «Орлы Кавказа» из города Сунджи. Техника владения мячом и меткость у игроков отточена с годами, так как на любительском уровне ребята соревнуются постоянно. Скорость и реакцию во время игры оценят все любители баскетбола. Каким бы быстрым, высоким или техничным ни был баскетболист, командная игра всегда стоит на первом месте. У каждого своя роль, которую нужно выполнять с полной отдачей, иначе результат будет не самым лучшим, считают опытные игроки. Эти команды уже встречались между собой, знают сильные и слабые стороны соперника и намерены идти до конца. Очень хорошие команды. Да, есть команды, которые мы когда-то уже играли, так что у нас есть опыт с ними. Как с ними сыграться, то есть тактика у нас все есть. У нас мало времени было, да, чтобы подготовиться к этим соревнованиям, но опыт, как говорится, не пропьешь, поэтому у нас все нормально. То есть мы потренировались, все было хорошо. Соперники очень сложные, мы с ними еще играли, в прошлом году выигрывали, проигрывали, не знаем, что получится, но мы настроены на победу только и без нее уходить не собираемся. Мяч то и дело летит в корзину соперников, этим и зрелищем баскетбол. Голы тут можно праздновать через каждые 2 минуты. Всего заявлено 5 команд, и играют они 4 периода по 6 минут. Республиканский турнир по баскетболу среди юниоров приурочен ко Всероссийскому олимпийскому дню. Сегодня мы проводим баскетбольный турнир, турнир по стрельбе из лука, армспорт. И хотелось бы отметить, что именно данные мероприятия, именно данные виды спорта, они включены в программу Кавказских игр, что позволяет нам дополнительного, если так можно сказать, потренировать наших ребят, которые будут уже в дальнейшем, в сентябре, выступать на Кавказских играх. Пока во дворце спорта кидают мяч в корзину, в спорткомплексе села Али-Юрт кидают друг друга на борцовский ковер. Здесь проходит республиканский турнир по самбо среди юношей. Этого синего, как его назвал судья, зовут Багаудин Албагачиев. Вес 50 килограммов. Самбо занимается 3 года. Спортсмен планирует в будущем стать чемпионом России и взять золото Олимпиады. Ну а пока гордится уже достигнутыми успехами. Подготовка детей, бороться за это первое место Дукыс, второе место Дукыс. Нормально подготовиться для этого. А золото же масхватка. Узишь. Согласен. Может быть соперник? Албари. Хахалбар, Ахтабар. Нормально. А хай мы что? Кичви галат. Ой. На турнир заявлено около 60 спортсменов в 10 весовых категориях со всей республики. По мнению судей, ребята показывают одинаково хорошую борьбу как в стойке, так и в партере. Это неудивительно, считают Федерацией самбо Ингушетии, ведь многие самбисты в этом году смогли успешно выступить и за пределами республики. Ребята в этом году неплохо выступили, по младшим юношам едут на Россию. По старшим юношам отобрались, выиграли Россию. Мальчик Булгаков едет, один стал первое место, занял в одной весовой категории. И в этой же весовой категории призером стал Габотов Муслим. Соревнования, приуроченные ко Всероссийскому олимпийскому дню, прошли во всех уголках Ингушетии. По мнению организаторов, участие в различных турнирах поднимает общеспортивный дух республики. Состязания на этом не заканчиваются и продлятся еще 2 дня. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.